Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В студии Ислам Ершов. Я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях в регионе и не только. И вначале коротко о главном. За вклад в социально-экономическое развитие региона Владимир Путин объявил благодарность Хадиже Кадыровой. Новое место для получения знаний. В селе Знаменское открыли школу хафизов на 80 мест. В Чеченскую республику прибыл известный богослов Анас Ашарфави. Его проповеди проходят в мечети имени пророка Исы, мир ему, в Грозном. Историческое событие. Двое чеченских хафизов получили иджазу на 10 разновидностей чтения Корана. Экзаменовал их сирийский ученый Мухаммад Абдуразак. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума-намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Магомед Саралиев. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Этот мир покинула Пажа Таймасханова, мать руководителя администрации главы правительства Чеченской республики Галаса Таймасханова. Проводить ее в последний путь приехали чиновники, друзья и знакомые семьи. Выразил соболезнования и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Пажа Таймасханова воспитала двух сыновей, которые сейчас вносят активный вклад в развитие региона. В 2021 году ее наградили медалью Ненанси за образцовое воспитание детей. Указом главы Чеченской республики за образцовое воспитание детей, чья деятельность снискала уважение и авторитет среди населения Чеченской республики, проявление высокого примера служения семье и в связи с днем чеченской женщины награждается медалью Нейнанси «Материнская слава» Таймасханова Пажа, мать Таймасханова Галаса Султановича, руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики. Президент России Владимир Путин объявил благодарность первому заместителю руководителя администрации главы и правительства Чеченской республики министру Хадиже Кадыровой. Она вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие региона и проводит многочисленные благотворительные акции. Такая деятельность не осталась без внимания лидера страны. Сама Хадижа Кадырова отметила, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. От всего сердца выражаю благодарность уважаемому Владимиру Владимировичу за столь высокую оценку моего скромного труда. С помощью Всевышнего приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие и внести свой вклад в процветание нашего великого государства. На эту неделю пришла священная ночь Бараат, время милости и прощения. В эту ночь Всевышний определяет судьбы на предстоящий год и прощает грехи тем, кто искренне кается. Муфтий Чеченской республики Салах Хажи Межиев обратился к верующим, призвав провести ее в молитвах и поминании Аллаха. Он подчеркнул важность искреннего покаяния и молитв о благополучии для себя и близких. Houselet Eskan Bisa, Baraat Bisu, Baraat Bis Boştek Şaban Bot Yuqiban Yoşalu, Deliyel Çanu Aleyhissalatu Vesselam, Bilgalin Bisuiza, ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam, Baraat Bisanna, Vezgal Voldeyle Şeyh Halk İkhoyuk Şu,
ويتع شيء جشتر ديوش ساعة جشتي درشة ويتع قهيتم برديوش ساعة قهيتم بير برشة ويتع ريت ديوش ساعة ريت فور درشة ويتع بالغ شا حلق وقت بوش ساعة بالغ حلق وقت الورشة بوشة إيش ديل خويق ويقى ساعة خلص الله يرسل عليه الصلاة والسلام إبيس لارلش الله شيء قابة مقشل يولشوها خبر مدر الخيط شولشوها قابة سنة توشا ما قابل شاء الله تدينا بيس براءة بيسو ده براءة ددو أقا أود بيسان دال ملايكاش كشية تابترش يازويتا أود شرشو عبوش بول هو بلوش أقا ديق الخلش نيم تابترش داق أزبلش نيم تابترش سو شرشو أخير بوش بول دلقي بول ملايكاش قابلش تابترش يازويت دال سول دايرق أستن ديليوش عليه الصلاة والسلام وخوال سجود يحدق ويلخن بيسو إذا عايشة وديل رئيس خيل سنة إزدوش أو سجود وخوالش دنيا نهدق أستن تيشيز القيرم ويلرشاب وخوش أستيبن ديليوش عليه الصلاة والسلام سجود وخوال ديلي ويلخش ديلي حيستول بيسو إذا سول دايرق هربيس إرن سيغويتوش دال عبادة ديز ديلي ديز ديلي جعدة ديز ديل حقوة ديز علمنا غسنة دعاء الله دزليرنا أخبوي سنقوز ياسين ديشر تعوذ ياسين ديشر شخينانية تيردو رزق الوجدال يا دنيا نشعيوش الخان ياخر خينا بيركت درديوش شوزلو دول ياسين ديوش نية تيردو رزق الوجدال رزق انفرطو يرديوش أقا قوزلو ياسين ديوش نية تيردو رزق الوجدال بالغ Kollar diyor Allah işte bana sigat mi Allah'lar diyor niyet diyor işte kuz niyet dene kuz yasin diye şara dezlerine sünnetlerine elimle rızkıl vajda şahah var loyloyn debis berkati doğulloyn rızkıl vajda وي باتشا وي قام وي دريش عالشدش يلجا نومتان عليه الصلاة والسلام خابح شوغل فريزق اليوبيسة إمن يوشو زامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В Чеченской Республике проходят лекции известного исламского ученого, знатока рациональных наук шейха Анаса Шарфаби. Он проводит уроки по книге «И'тикад» имама Аль-Байхаки, фундаментального труда по исламскому вероубеждению. В Грозном мечети имени пророка Исы, мир ему, каждый день собираются муталимы и богословы, чтобы послушать его и получить знания. الله عز وجل تنا عقيدة أنصنا تأور تنا شرح ديوتوش تنا لاس ديوتوش إذا وديتش والشيخ أند كيت متسحي أنس تنا عقيدش أور حد وديتش أن بابت بيشبك أنا الله عز وجل موتر تنسفاش دوتر تنا موتي شويد تأور موهنديز أن بابت إذا خزوار وين دكتورنا بيركتو. В селе Знаменское Надтеречного района торжественно открыли новую школу хафизов на 80 мест. Она названа в честь авлия шейха Усмана Хаджи. Церемонию открытия посетили старейшины района, будущие хафизы, их родители, а также известные богословы республики. С прекрасного чтения Корана в селе Знаменское начинается церемония открытия новой школы хафизов. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Школа, построенная региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, названа в честь авлия шейха Усмана Хаджи. Советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов отмечает постоянное внимание, которое уделяет Рамзан Хаджи Кадыров нуждам мутаалимов. ديل نعمة لقدو أو نعمة أنا ما خاد وسخاء وين ده خمر وقتلوك وإذا المقطع ده لها نعمة السوداء وخيروي ده لو نعمة خمبين شارف دويلوي ده وش الجزن دورش ده وش القية بيدورش وش الغلق يدورش قية الله ديل صوبالي ترحمه إيش بيرتي غير دورش دو داخل بس هذا ويلوي.
Церемония открытия собрала представителей духовенства, старейшин района, будущих хафизов, их родителей, а также известных богословов. وين بصر بالدنيا قويقش وين تهيتر وين كيقل قوي برشة وين دال دين درشتورجو دل درشتورج نعمتنا وين خمين ستين وين خم بخوردوش اتصل دق بلخي تاكوي. Особую благодарность за открытие школы выражает потомок Авлия Усмана Хаджи Сейд Ахмед Ахмедханов. Гости торжественно перерезают зеленую ленту, затем они осматривают школу хафизов изнутри. Поскольку во время обучения мутаалимы будут жить в школе хафизов, для этого здесь есть все необходимое. Например, большая столовая, комнаты для омовения и душевые, и спальные с шкафами для личных вещей. В честь открытия богословы читают мавлид, восхваляя Всевышнего и благословляя пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. В школу уже набрали учащихся, они настроены на учебу серьезно. ماشا خزاخيت دا مقلع حر قرآن دوشة شو صدا مقلع دا رئيس قلع الحجرين شون. Старейшины района также искренне рады строительству. Школа хафизов построена рядом с большой мечетью, в которой мутаалимы будут совершать ежедневно молитву. Шамиль Ирсанбиев, Азан Идрисов, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Саратове завершился 4-й всероссийский конкурс чтецов священного Корана имени Эдуарда Хаджи Ганиева. Масштабное мероприятие объединило хафизов из 20 регионов России, продемонстрировавших высокий уровень мастерства в знании и чтении священного писания. По итогам 2 дней в номинации 10 джузов лучшим оказался юный хафиз из Чеченской Республики. Сюжет Хавы Айдамировой. 4-й всероссийский конкурс чтецов священного Корана имени Эдуарда Хаджи Ганиева стал площадкой для демонстрации высокого уровня подготовки хафизов со всей страны. В начале мероприятия к участникам обратился муфтий Мукаддас Хазрат Бибарсов, который подчеркнул, что этот масштабный форум проводится в память об известном российском меценате и общественном деятеле, внесшем большой вклад в духовное возрождение ислама в Поволжье. Эдуард Хаджи был оплотом и духовным и моральном плане. Человек, который имел реально большой жизненный опыт, к которому мы часто обращались и отсутствие которого мы сегодня до сих пор ощущаем. Этот конкурс имеет духовно-нравственное значение, потому что сегодня век материализации человека, век, когда большие глобальные силы пытаются сделать из лучшего из творения Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля биоробота. Это напоминание и обращение к тому, кто является источником нашей жизни и нашего существования. Чеченскую республику на престижном состязании представили выпускники известных школ хафизов. Ахмед Дадаев, выпускник школы хафизов имени Табарик Байсултановой из города Аргун, выступил в номинации 10 джузов. А Абдурахим Халимов, выпускник школы хафизов имени Зелимхана Кадырова, представил республику в номинации «Полный Коран». Оба участника впечатлили жюри и зрителей своим глубоким знанием текста и высоким уровнем таджвида.
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. Особую радость и гордость вызвала победа Ахмеда Дадаева, занявшего первое место в номинации «10 джузов». Эта победа стала не только личным достижением юного хафиза, но и ярким свидетельством эффективности образования в чеченских школах хафизов. Участник, представляющий Чеченскую республику, Дадаев Ахмед Исламович. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Организаторами конкурса выступили Духовное управление мусульман Поволжья и Совет служителей Корана. Хава Эдемирова, Аслан Висхаев, «Неделя». Важное событие произошло в истории исламского образования Чеченской Республики. В стенах медресе Даруль Кур'ан Аль-Карим двое хафизов успешно завершили сдачу наизусть 10 разновидностей чтения священного Корана. Экзамен принимал выдающийся сирийский шейх Мухаммад Абдуразак. Он вручил хафизам иджазу, свидетельство, дающее право преподавать эти знания другим. А от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова им вручили квартиры. Подробности в следующем сюжете. Тысячи часов упорной работы в заучивании 10 разновидностей чтения Корана. И вот самый важный момент – сдача экзамена перед специалистом мирового уровня шейхом Мухаммадом Абдуразаком. Чеченские хафизы Хампаша Ильясов и Муса Гайтиев шли к этому дню долго. Перед началом к собравшимся обратился советник главы региона, директор медресе Даруль Кур'ан Аль-Карим Адам Шахидов. تطاوي دقي دديشلو ددوهرة ويمحكا حق استراتيجي ددوهر ديل هي تمثانية هرشي توربال هو إردو يقوم بالجلاء شيء توربال هو وهرشي إتقراءة شيخ الناقر دعمو ديش نحون ألشي حلقة ليرة سورة البقرة سايتوز تحت قراءة دوش حووش إقراء كاريرز وشة سورة البقرة أتصل بار ما عدد شيء بيما يقصد إحبالنا سجمع دشة ناس وغيتش توصل ونخا قراءة شبراول شنجوع يشلو شاطبية خلجنا دو إزديشة دقع عامرم هندي سراح إذا دقع عام در شر در بيحكم بر إذا قاعد عيه شيء بيما إجازة خير الشاسر وهو بالخن تيره توصل ليلته نصف شعبان يزبي سأيو دا دو عن جبلوش بي سأيو الله ديلا شيقية تمسو شي ليشك Первым выступает Муса Гайтиев, известный специалист Корана, занимавший первые и призовые места в престижных международных конкурсах чтецов. قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Следующий Хампаша Ильясов, выпускник Российского исламского университета имени Кунта Хаджи, окончивший его с отличием. إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس. Чеченские хафизы, преподаватели Корана, справились с экзаменом. Сделав общее дуа, в медресе приступили к главному моменту вечера – вручению иджазы. Свидетельство, дающее право передавать полученные знания в области Корана другим. Поздравили их с этим важным событием не только известные богословы, но и мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и мэр Аргуна Ильяс Масаев, которые присутствовали на церемонии. От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова хафизам вручили квартиры. Алхамдулилlah, дохар шинқаба таджим халвадар, юха бог керберзен охсма, здесь гахетам хидауже, кез أدخلش إشت بعد هذا الغيتم استخن جاز حياتنا نستر الحمد لله
الله ده يسخل هرب بوخ وش تيخشون مثلا هربوخ بنا إجازة يقن على ويفتش خدا شوالي شيء كوارتيرا ليه تحسونا تحت الله ده اللي كان سبيق قنبال الله ده ساغيل صني قرآن ليران بيش قرآن ده قحوك شبال شيء ليران بيش اشتحوه شوقي الله ده شوال ده اللي كان سبيق قنبال إجازته إذا قرآن ده حيغة شيء قلوش تالبربدو شيء أهل والجنا ديك قرآن ده قحوشنا شيء متعلما تعقتغنا وي بيلغني دمسه إجازة حيز الإحتو بيلوية إيت قراءة ثاني إيت قراءة بولغة قرآن إيت كيف ثاني تيب أور ديشر دويس تيب ديشر يبال دعبولنا سعشو أخشدر يبال دعبولنا أس موسى مش موسى تعقتغن ثاني والا نستريد وشيني. Директор медресе Адам Шахидов отметил, что это достижение является ярким свидетельством плодов усилий главы Чеченской Республики, служителя священного Корана Рамзана Хаджи Кадырова. Медресе Даруль-Уран Аль-Карим в Аргуне, созданная при его непосредственной поддержке, успешно реализует свою главную миссию – подготовку высококвалифицированных специалистов в области коранических наук, а также других исламских дисциплин. Шамиль Рисанбиев, Азан Идрисов, Адам Арсунакаев, Асхаб Керимов. Неделя. Месяц Шаабан – месяц пророка, мир ему и благословения Аллаха. О его ценности учащимся одной из школ Грозного рассказал муфти Чеченской Республики. Он также ответил на вопросы школьников на большое количество тем. Сюжет Ломали Мусаева. Важный месяц для поста и подготовки к Рамадану. Муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Меджиев рассказывает учащимся школы номер 60 города Грозного о ценности месяца Шаабан. شعبان بوت دير صلوات سلام عشر غير دير يلشن بوت وعشيت ايول شبوت بو شين شو عدش طول عبادة وربع عزدال صودو خشبوت بو شين شو عدال براءت بيس نسين بوت بويز. В месяце Шаабан особо ценной является ночь Бараат, рассказывает муфти. Важно увеличить поклонение и делать дуа. عايشة دويت دير رزقيت سنة دير صلوات سلام عشر غير دير يلشن أزبيسنا شوح تكر ويرشين خيرة إلى خير شاء سجود يحكر ويرشينز ويخ سجود الوقت وشاء ديل يلخش ديل شيء أمة دوخش دين بيسن عبادة ديل يلشن عليه الصلاة والسلام قهيق بيسوس سنديرا أزبيسنا إنس إيوشل بإرسكن بيسن سلبراء بيس سنديرا أزبيسنا أخين شوحا. После проповеди богослов отвечает на вопросы, подготовленные учащимся. Они касаются различных тем и аспектов религии, от правил омовения и различий между мазхабами до истории жизни сподвижников. إشت فقهاء أهل المدينة فقهاء الصحابة والشا أصحاب شخا علم ناخ أولزارا أصحاب شابش بات حافظ شابش بات علما أهل ناخ تندر أصحاب شنوق يرى علما أهل ناخ بولش برش أتار دين دقيقنا. Один из вопросов касается тариката. Салах Хаджи Меджиев объясняет простым и понятным для школьников языком, что это такое. اجرا ازبرني يشول عمل يري اصلا اول طريقه بو ادو مثال دالدش اجا سنه استغويق دعاء الوي يشو شريعته دزولاته دعاء شرن استغوي ومش نستغوينا اقا ويتش حون يق يلسمني يباخ اق طريقته ويتحبو حين يلسمني يا قابو مثلا. Благодаря встрече с муфтием, организованной молодежным общественно-патриотическим движением «Ахмат» совместно с Министерством по делам молодежи, школьники получили ценные знания и ответы на свои вопросы.
Духовное и нравственное воспитание молодого поколения – важная задача. Ее реализация позволит привить правильные ценности, уберечь от влияния радикальных течений. Ломали Мусаев, Аслан Висхаев. Неделя. В Грозном состоялся региональный день «Комфортное жилье» второго Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Мероприятие посетили лидеры местного самоуправления, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, а также эксперты в строительстве и жилищной политике. О том, как прошел форум, подробнее расскажет Халимат Шахидова. Чеченская республика в буквальном смысле поднялась из руин, а сфера строительства достигла небывалых успехов. Поэтому не случайно, что в республике проводят региональный день «Комфортное жилье» в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». С самого утра во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева идет регистрация участников форума. Это руководители местных самоуправлений, представители бизнеса и общественных организаций, а также специалисты в сфере строительства. Все они прибыли из разных регионов страны. Официальная часть форума начинается с приветственного адреса главы региона, который зачитал председатель правительства Магомед Даудов. Для Чеченской республики тема сегодняшнего форума «Комфортное жилье» является одной из самых актуальных. Послевоенное возрождение региона, когда практически все населенные пункты пришлось восстанавливать с нуля, позволило нам реализовать проекты создания безопасной и благоприятной для горожан и сельчан среды проживания. Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член Совета при президенте России Ирина Гусева высоко оценила развитие инфраструктуры в республике. Она отмечает, что такой результат достигнут благодаря ответственному подходу главы региона и его команды. Рамзан Ахматович лично садится за руль и сам едет к людям. Вот когда глава республики открыт, не боится, а любит свою малую родину, когда он ножками идет и знает, какую дорогу нужно делать, какой парк, тогда мэр города и любой глава муниципалитета чувствует поддержку. Потому что, как бы мы ни хотели, вертикаль власти выстраивается Москва, регион, глава республики, и тогда уже, в конкретном случае, мэр города или глава любого муниципалитета. После официальной части начинаются пленарные заседания. Здесь уже спикеры обсуждают ключевые аспекты и вызовы, с которыми сталкиваются муниципалитеты в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития. Своими впечатлениями о стройиндустрии республики поделился заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин. Сегодня с утра до мероприятия проехал по Грозному, вечером тоже проехал по ночному Грозному. Вы знаете, такое количество жилищного строительства, такое количество кранов, такое количество площадок, которые вовлекаются. Плюс мы вчера с министром строительства Муслимом проехали на не просто инвестиционное жилищное строительство, мы проехали еще и на площадке по расселению аварийного жилья. У коллеги снимаю шляпу, а там это к вопросу о чем? Тот, кто хочет, тот делает и точно находит те возможности и способы. Помимо пленарных заседаний прошло также множество тематических дискуссий. Это круглые столы, экспертные диалоги и стратегические сессии. Форум организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при поддержке администрации президента Российской Федерации. Главная его цель – это развитие муниципальных образований России. По поводу работы в команде, это всегда интересно, это всегда познавательно, когда собираются единомышленники, коллеги за одним столом, обсуждаются вопросы, проблемы, когда создается рабочая обстановка, но в то же время интересная, сплоченная. Самое большое многообразие мнений, предложений, решений той или иной ситуации. Второй день форума не менее интересный. Гостей ждет экскурсия по разным объектам Грозного. Один из них – это район имени президента страны Владимира Путина. Участники форума смогли лично увидеть стройплощадку нового района и процесс работ. Также им показали макет того, как будет выглядеть район по окончанию строительства. Участники остались под большим впечатлением. Масштабная стройка. Действительно, здесь строят для людей, для населения. Сам город Грозный замечательный город с развитой инфраструктурой. Все для людей, все для народа. Это очень
впечатляющее, конечно. В рамках экскурсии участники также посетили стройплощадку таунхаусов в Исаитовском районе. Они предназначены для жителей Грозного, проживающих в аварийных и ветхих домах. А после осмотрели 73 жилых дома, построенных в прошлом году. Оба объекта профинансированы региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Жительница одного из домов Зарета Горчаханова пообщалась с участниками форума. После трагической смерти супруга на специальной военной операции она с 2 дочерьми находилась в трудной жизненной ситуации. На помощь ей пришел фонд. Мне сам Рамзан Ахматович вручил документ и ключи. Конечно, я всем довольна. Очень довольна. Последний объект экскурсии – это строительная площадка сейсмоустойчивых жилых комплексов ЖК «Платинум» и ЖК «Грозный Тауэрс». Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Аслан Висхаев. Неделя. Для детей с онкологией в Чеченской Республике организовали большое праздничное мероприятие. Благотворительная акция «Мы рядом» прошла в селе Джалка и была приурочена к Международному дню детей, больных онкологическими заболеваниями. Организовал праздник для более 200 участников благотворительный фонд «Даймох» при поддержке фонда Кадырова. Благотворительная акция «Мы рядом» стала настоящим праздником для ребят. Праздничную программу открыл Чеченский государственный театр юного зрителя с красочной постановкой «Борзий Сей». При регистрации каждый ребенок получил бумажное сердечко, на котором смог написать свое самое заветное желание и повесить его на специальное дерево садака. Эта акция стала символом единения и надежды на исполнение мечты. Продолжила мероприятие масштабная концертно-развлекательная программа с участием известных артистов и аниматоров. Поддержать ребят пришли многочисленные гости и официальные лица. يساعدلرس عمل سقوش والمتك كرياتي تحتولين وخاطردو سينس قاتش شاقوزي اوز يلس من چاي الاخلاق مت شاسينس قاتش السو خاطر ديچه دالا ايردو الا دنيا چاح تدحكن دول بال نشن صبر درس قاتش وزي سيلا ولجدال شيكيرت على لزر خو ميل ولچون لزر ميل لاس ولچون لازر خوچن يو خاحسن اوقديش ولچن دالا تو درجي قاچ ويل вези сила волш дала дюзин собор лойд. Мероприятие состоялось благодаря поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фонд «Даймох» намерен и дальше помогать детям с онкологическими заболеваниями и их близким. Учитывая, что дикдоишду да хотел за халаза дуэ хабо гуду войнок чигом лаза дуэ тадан шарах чолла 60 бера асам дала кушар демел долу асам бюшуш аха сандол шоман да яр мероприятие я яцана сюем цода وهو اتبل خنا ات وخربات القباء لجاش وينك چقوم وداش دا تعرف وقري حلقه ومخدس وداش دا تعرف وين مهار يقز بوش خل يقز سمنشن اخ ومخدس اذا تحت زدوش داس دائما وداش اشتا احمد حجر يوشبون دير غوفشتو هر سنه مربياتياش دانش المغريه ارزال خلي يوغي غلوش سوغه ديك احمد حجر يوشبون وغدي نيو اخ شغودي اشمال بوت خونا تانيكي برخلويا. В завершении мероприятия каждый ребенок получил ценные подарки. Хава Айдемирова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. Встреча между президентами США и России может пройти в Саудовской Аравии. А в Объединенных Арабских Эмиратах запустили специальное приложение, которое в режиме реального времени способно переводить проповеди. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма».
Президент США Дональд Трамп допустил, что может встретиться с Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Заявление прозвучало после телефонного разговора лидеров, посвященного Украине и Ближнему Востоку. Трамп также выразил надежду на визит в Россию и приезд Путина в США. Текстильная промышленность Турции столкнулась с проблемами из-за оттока сирийских беженцев, работавших на предприятиях. Компания опасается нехватки кадров и роста затрат. Однако, несмотря на радость от свержения режима Асада, многие сирийцы все же не спешат возвращаться из-за нестабильности и отсутствия работы на родине. The Washington Post сообщает о планах Израиля атаковать ядерные объекты Ирана в первой половине 2025 года. Удар по оценкам разведки усилит напряженность в регионе. Операция, вероятно, потребует поддержки США. Министерство по делам ислама в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты, запустило приложение Минбар, которое в режиме реального времени переводит проповеди в мечетях на 40 языков. Приложение предназначено для приезжих, не владеющих арабским языком. Приложение Минбар обеспечивает точный и мгновенный перевод, позволяя сохранить запись проповеди и получить ее текстовую версию на выбранном языке. Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. 13 февраля – Всемирный день радио. В Чеченской Республике радио наравне с телевидением играет огромную роль в информировании населения о различных событиях. Радиостанции оперативно добывают актуальную информацию о всех сферах жизни республики, страны и зарубежья. Сюжет Хавы Айдамировой. 9 часов и 52 минуты время в столице. Мы продолжаем эфир на радио Грозный. Его голос знаком многим радиослушателям. Не только новости, но также специальные рубрики, интервью, авторские программы. Сулейман Абдулкудусов на радио Грозный работает 9 лет. У ведущего непростая задача – постоянно поддерживать обратную связь и делиться хорошим настроением со слушателями. Я вообще работал телевизионным ведущим своей авторской передачи на ЧКТРК Грозный. Тогда еще, имея знакомство с радиокомпанией, они мне сделали такое предложение: приходи на радио, твой голос звучит неплохо в эфире. Я скептически отнесся к этому предложению, потому что я человек, который выступал на сцене, привыкший видеть лицо своих слушателей. Тут понимал, что мне придется говорить в какой-то пустой микрофон, не зная их реакции. И я тогда отказался. В 2016 году, в общем, судьба меня все-таки вновь связывает с радиостанцией Грозный. Я попытал свои силы, и, соответственно, мне где-то, когда уже начало получаться, понравилось, и я остался здесь. Быть диджеем – это умение чувствовать настроение аудитории, быть эрудированным и находчивым, говорить просто о сложном и, конечно же, любить своих слушателей. Именно слушатели, по словам Сулеймана, и являются главным вдохновением и стимулом для работы. Со временем приходит такой опыт, ты умеешь обыгрывать и свои же ошибки. Самое интересное, вообще, мне кажется, ведущий должен быть самоироничным. Если какая-то ошибка проскочила, признай ее, обыграй ее, скажи, если ты какое-то слово не смог произнести, сказать, что пора уже доставать словарь и подучить какие-то слова. Есть люди, которые пытаются, не знаю, так, есть такое выражение, как умничать, когда ты пытаешься умничать и пытаешься выехать из этой ситуации. Наши слушатели, они очень чувствительные, они все это чувствуют, они все это понимают, и поэтому люди будут любить тех, кто похож на них. Тех, кто не заморачивается, тех, кто из народа. В Чеченской Республике функционируют 3 радиостанции – радио Грозный, ГТРК Войнах и Путь. Несмотря на то, что штат радиокомпаний относительно невелик по сравнению с телевидением, их эфиры слушает значительная часть населения. Радио Путь имени Ахмада Хаджи Кадырова вещает на частоте 91,0 FM. Специфика нашей радиостанции, в отличие от других, скажем так, духовно-просветительское направление. Все наши программы, они освещают религиозную жизнь Чеченской Республики и не только. То есть мы подаем информацию, связанную именно с религией ислам. Что касается работы, которую делают другие средства массовой информации, то мы также затрагиваем и общественно-политическую жизнь Чеченской Республики, и все наши проповеди, соответственно, также отвечают реалиям сегодняшнего времени. Благодаря профессионализму журналистов слушатели могут больше узнать об исламе, культуре и обычаях чеченского народа, а также получить информацию на самые разные темы. Региональные радио играют важную роль в формировании здорового общественного сознания, противодействии экстремизму и духовно-нравственном воспитании молодежи. Хава Айдамирова, Саид Ими Ибрагимов, Аслан Исхаев. Неделя.
На этом у меня все. До встречи через неделю и хороших вам новостей.